Два, да, делаешь? Че? У меня там вода. Сейчас сначала твой зальем, скипятим потом. Да, перчатки оденем, не переживай. Так, ребятки, доброе утро. Ну что? Да все отлично, что? Спали классно, выспались. Выспался, Андрюх? Конечно. Нормально. Вчера не так поздно-то и легли мы. Часов в 11, наверное, в 12 часу. Покушали, повалялись и что-то поврубались. Спали нормально, я 2 раза всего лишь затаривал. Печка полная на томлении и там, короче, она полная вот этого всего. Надо по-хорошему сейчас открыть, чтобы все прогорело. 2 брикета осталось, в общем. Ну, минус 13, как бы относительно. Ну, полы, палатка засыпана, как бы, ну, тепло, нормально. Так, если вот распределить, то на сутки 2 пачки брикетов нужно. Вот в таком режиме. Ну, как бы тут не было жарко, было просто тепло относительно. Тлела просто печка, и в спальниках спишь, и нормально. Я не люблю, когда жарко спать, если честно. Лучше в прохладе, лучше укутаться, ну, нормально вообще. Так, ну что, рассветает. Рассветает. Сработок пока непонятно, не видно. Вот, чуть-чуть рассветет, сейчас заварили термоса. Вот. Ну, сейчас утренний выход, по идее, должен быть. Вот, посмотрим, что постреляет, не постреляет. У нас сегодня полноценный день, ночуем еще сегодня, а завтра будем собираться. То есть, ну, день отрубалим и к вечеру домой. Вот. Так что как-то так. Ну, небольшой заезд, я считаю. Вот. Так оптимально 3 дня. Вот, и для меня 3 дня, потому что палатки, печки, это все равно время занимает. Выставить палатку, переночевать и сегодня заниматься такими же делами, ну, что-то так не это, такое себе. Вот 3 денечка самое то, я считаю. Сейчас завтракаем, что? Опять там есть у нас быстрые приготовления. Надо согреть, перекусить. Да и как раз рассветет, что. Ну и сегодня дрова еще надо, ребят, заготовить. Ну как заготовить, опять же, на одну ночь, плюс-минус. Так что немного-то и надо. Бревнышко там ехали, видели. Заберем, попилим, привезем. Такие дела, ребят. Так что давайте, новый день. Понеслась. А завтракать, ребятки, будем мы вот такими делами. Это у нас крылышки по-мексикански. Кто помнит, я брал на первый лед. Голубцы, перцы фаршированные. Вот. Ну, так, прикольно, я считаю, быстро главное. А в нашем случае сейчас что нужно? Это очень быстро. Так как день короткий, сейчас заниматься, что-то готовить. Вот. Это я привозил, но не успели мы попробовать. Вот. Короче, с Андрюхой попробуем. 2 баночки, братская, держи. Вот такая баночка, ребята. А, по-испански, я что-то по-мексикански. Ага. Так. Ну, что, на сковородочку-то разогреваем, как говорится, на печку. Что нравится, удобно, что вот чека есть, как бы, да? Вот. Пахнет достойно. Слушай, ну мне кажется, это, наверное, остро, наверное, да, будет? Может быть, да. Почитать что-то. Сюда будет. Да кидай. Слушай, вон, крылышки. Ну, я так понимаю, в соусе каком-то. Цыпленка, бройлера.
пряность есть, перчик черный присутствует. Это знаешь, слушай, это вот было бы круто, да, отварить что-нибудь Ну да, слушай, макарон, да, риса и как гарнир вот сделать. да. Ладно, что мы, как говорится, Хватит куда. мы и так побалуемся. Ну что, ребят, на печку. Сейчас разогреем соус этот и покушаем с хлебом. Я думаю, будет нормально. Такие дела. Тяга пошла. Что вы черненький, беленький? А без разницы. Иди беленький. Так, соус макать. Угу. Я тоже уже об этом подумал. Прикольно. Пряная такая, да? Угу. Вот. Нормально, но. Да, надо гарнир, короче. Угу. Было бы вообще классно. Можно прямо сюда макароны. Да, В соусе. отварите сюда макарон. Они в соусе бы, наверное, сварились прям. Было бы нормально. Запарить их можно было. По сработкам, ребят, за ночь нифига, а вот сейчас вот буквально на глазах есть загар. Утренний выход. Непонятно, крутит, не крутит. Ну а там, в общем, ночью, ребята, щука не клювала, не выходила. Ну что, ребятки, перекусили, позавтракали. Остро, прям так остро. Ну, на то, наверное, и по-мексикански или по-итальянски, там как-то. По-итальянски, да. Ну, с гарниром, ребят, было бы намного круче. Вот, рис прям идеально бы подошел. Да те же макароны, я считаю. А так, ссылка в описании, ребят, Озон Валберес, кому интересно. Вот, по первой летке мы брали, ели голубцы, перцы фаршированные, понравилось нам, нормально. Вот, здесь вот крылышки. Ну, я так брал на пробу. В целом, мне интересны такие продукции, сам потому что что-то подобное делаю, как бы. Ну, так, под гарнир будет вообще великолепно. А просто так, ну,
Ну, курица в кисло-остро-сладком соусе. Такие дела. Боевая моя сумка уже, ребят, все хана. Но что-то я ее никак не выбрасываю. Хочу прибраться здесь. Так-то это кемберская сумка, холодильник. Тут на 4 персоны было 4 ложки, 4 вилки, 4 тарелки, 4 стакана. Вот чего у меня тут только нету, блин. Ё-моё, блин. Прибраться. Ножи, кстати, вот эти, конечно, нафиг они нужны. Лишнее только возить. Так-то разобраться. На какой-то избе надо будет просто скинуть потом. Я обычно так и делаю. На избах пригождается. Лучший рыбак. Это дочка дарила кружку, помню. Это боевая моя. Дубовая. Есть кисточка даже силиконовая. С Юриной хлеб пекли. Деревянные половники силиконовые. Деревянные эти есть. Вот, дрожжи даже вон. Терка есть. Вон даже штопор есть. Короче, есть все, ребята. Как говорится, только подтягивайтесь. Накормлю всех. Папочка, говорит, всех накормит. Даже вот есть такие походные у меня. Ложка-вилка. Да, так. Поднаваливает опять нам, да? А, снег обещали сегодня целый день, но вроде прекратился. Ночью, да, под утро разошелся. Такие дела. А так, короче. Зарядил по тарантасам. Убраться чуть-чуть надо. Таежно, ребят, что тут, что говорить. Как-то так. Что-то у нас как карасик-то живет. Ну, бодряк. Так, надо водички набрать, ребята. Свеженькой водички наберу. Проверить, жалится надо. Сработок пока нету. Больше ничего не поднимается. Хотя утрянка. Может, наоборот, вечером выходит. По крайней мере, вчера вечером с обеда постреляла немножко. Немного хватит. Пролезла, в смысле? Угу. Малышка. Бойкая, да? Нормально. Че, пойдет такая? Да пойдет чай. Снег метет, друзья. Такая погода. По сработкам что-то непонятно. Тишина вроде. Жалятся, молчат. Вот это как утром встала, так и все. А нет, там еще загар. Опять береговой. Вчера там много загаров было.
А, там даже... Там два, ребята. Два загара, крайние, береговые. Ну, с Андрюхой уже сходим. Эту так... Ну, полно, ребятки. Отлично. Фоточку сейчас сделаем до телеграм-канала. Вот так вот. Фоточки, видосики, ребят, коротенькие с рыбалок в телеграм-канале. Залетайте. Мы там дружим, общаемся. Стебаемся, угораемся. Как-то так. Опа, поводок этот надо в мусорку выкинуть. Ну что, пробуем. Вот вам и полная вымотка. Мимо. Полная вымотка, ребята, мимо. Карася поменяю. С травой куда-то жить будет, не знаю. Тут, в принципе, и поводок можно поменять. Да, поменяю поводок. Так, пока не лень. Какие-то плохие на замену. 1000 раз говорил, не экономлю на этом, ребята. Сейчас поменяю, зато в следующий раз вдруг какая-то хорошая щука. А у нас уже здесь все четенько, как говорится. Вот это может просто на атаку подменять, повлиять именно, и вместо 25 уже, видите, 10 сантиметров поводок работает. Соответственно, есть вариант, что щука срезать может. Поводочков много. Вот так ввожу целую бухточку. Раз. И заряжаем свежий. Петля в петлю. Как бы никаких узлов нету. Соответственно, не надо тут что-то монтажить. Все быстренько. В течение рыбалки все это меняется. Затягивается, заводится. Ставится новое все. А потом в периодичности меняю петлю еще. Но это по сезону получается. Петелька тоже уже устает. Здесь протертости, облет, что-то еще. Вот, соответственно, тоже меняю. Застежка нам не надо. Так. Видать, не крупно. Вчера здесь тоже на эту сработка была, и вот то же самое. Мелкая щука, походу, балуется. Опа. Раз, два, три, четыре. Заряжаем. Ставим свежего живца. Ну, какой карасямбрик пойдет работать. Карасей Андрюха классных привез, конечно. Ничего не скажешь. И крючки как раз соответствующие. Второй номер, двойник. То, что надо. Раз. Поехал, братик. Давай, долавливай, как говорится. То непорядок. Так, ну что, там у нас два. Пойдем с Андрюхой. Я в трениках вышел, ну, в термухе.
Сейчас штаны одену. А то только выздоровел, заболеешь нахрен. Да, там 2 подряд, ребята. 2 подряд, ребята. Машат. Машат. Крайние жерлицы. Вон, тяжечка вроде. Полно? Давай, делай. Берем, конечно, что там? Что не брать-то? Натяг смотрю, да, сразу? Давай, вот. Ну что такое тащу, брат? Да? Если что, стравливай. Карасембик. Нормально, да? Хороша, брат, хороша. Да, давай ее сюда. Такая же, да, как вчера? Четкие. Такие около кило 800 по 2, наверное. Пробитие. Есть пробитие. Хороша. Вот такие приятно ловить. Отсюда вода. Так. Че, поводок? Поводок норм. Пойдет. Он какой. Вот, ребят, смотрите, какой карась, такая щука. Видите? Да. Карась хороший. Отъехал. Меняем. Ты этот леску в натяг бери. Вот так, смотри, покажу. Вот так на колено поставил и в натяг. Чтобы это перехлестов там не было всяких. Это сразу в лунку кидай, в глубину. Лишнее не мотать. Так, вторая подряд. Немножко затапливать начала. Тут вообще воды в море. Не полно. То и наклонила, затопила, потому что. Бодрячок. Только одна попытка уходила, да? Да. Не знаю, ребят, как сказать, ну скажу как есть. Только что сняли щуку, а следующая вот у нас была холостая, и опять она стрельнула. Ну та щука, наверное, вторая, которая, понял, не доела, да, она там рядом стоит, пасется. Карась точно не смог сбить. Возвращаемся. Кто тут воин у нас? Только-только сразу бахнуло.
Ударила. Ударила подруга. Подождем, братан. Она может держать. Видишь, погода меняется. Я тоже, видишь, держал. Да? Она это, слабо. Она в заглоте была. А подождем, постоим, покурим. Потому что только-только ударила. Ну вот у нас конец, вот немножко вот. Там нифига не работает. Ну середина. Так что тут пока непонятно, что может, конечно, вот тебе переставить даже можно. Посмотрим после обеда. Покушаем, да займемся, может, с Андрюхой. Дров надо привезти. Последнюю брикетину засунул. Угу. Нифига, ребята. Край же не мог сбить. Непонятно, ударил, скорее всего. Мелкая. Раз, два, три, четыре. Ладно. Ладно. Смотрите, ребят, горностай мышку поймал. Бродяга. Вот следики вот маленькие.
Он охотник какой, мышку поймал, ребят. Смотрите. Смотри, как двигается, понял? Да не будем мы забирать, все нормально. Сейчас заберешь свою добычу.
Так, ребятки, ну что, дело к обеду, немножко делов поделали, прибрали с палатки. Так, этот, немножко там зала, не зала, да, вот опилки, не опилки. Подвезли дровишек немножко. Короче, нормалды. Будем обед готовить. Сработок нету, 11:30. Ну, вчера вот, в принципе, у нас с обеда немножко пощелкало. Вот, посмотрим. Думали что-то переставлять, а понимания-то никакого нету, так если разобраться. Вот. Погода опять сменилась на тепло и снегопад. Ну, короче, вот такие качели. Вот зима вот так она прям плавает. По прогнозу там смотрю в воскресенье. Да, Андрю? 0 с 28, короче, ребят. Жесть вообще. Так, ладно. Сейчас поглядим, что кого. Что кого. Что-нибудь замутим. Что-нибудь замутим. У нас супы, кстати, есть на обед. А на ужин? На ужин, не знаю, на ужин что. Да что-нибудь, у нас так-то тут хватает выбора. Да, вот так-то да. Макароны. Вчера макароны были. Все, тушняк есть, яйца есть еще. А яйца, кстати, есть, да. Тоже надо делать там. Да, можно яичницу пожарить. Беремся там. Ладно. Да, можно супчика хлебануть, да. Так-то, в принципе. Да, я думаю, супчика, да? Конечно. А жиденького все равно. Жиденького покушаем, да. А вечером уже ничего. Вечером сидишь, что в 2 потемнело и все. Вот. Мы вчера с Андрюхой сидим, что вот спать будем ложиться. Время 6-7 час, блин. Ну, как будто уже, знаете, уже Мы все равно поздно уснули. Да. Ну как поздно? Так, часов сколько мы уснули тогда? в 11-12. Да, Да. Кого Ну что, валялись поваляем, там? посидим, Балдеем. может кино какое-нибудь посмотрим. Ну, короче, так. Сейчас тогда водичку сделаем. И погнали. Супчик есть, да, супчик надо поесть жиденького. Есть дошики. Сыр есть. Лук, морковка. Масло, солянка, борщ. О, самый топ. С хлебом, с маслом. Фонарики на зарядку надо поставить на вечер. Нормально. О, сыпет как, а. Ё-моё. Не видно нифига. Загар. Но я говорю, не показалось в ряду. Есть загар, брат. Мы сегодня же щук хотели, да, еще поесть. Вот надо бы, конечно. Надо сделать. Поймать свежую. Сразу Да. почистить ее, пока светло. Не клюет пока, мы. Ну, такие куски мяса тут. Так, друзья, сработка. Ну и решили переставить вот эти. Стоят, что-то молчат. Ну, хотя место классное, блин, я в него верил. Ну, второй день загара ни одного. Я думаю, пускай лучше там стоят, на новом месте, правильно? Тем более завтра уже будем сворачиваться. Ладно, что, одеваемся, да погнали. Блин, такая буря, жесть. Ну, что делать? Ну, ничего не поделать. Пойдем, да, поработаем немножко, полазим. Так, ребят, что, решили эти снять.
Что стоят, молчат. Карасям бы живые. Щука что-то тут не хотит. Так что поставим, ребята. Мы там. Раз там движуха идет, пускай она там и идет. Вот с этих начнем, наверное. Шик-шик. И нормально будет. Ну и сработка там у нас. Сейчас, если свежие поймаем, то пожарим на вечер. Сорога вот мертвая. Что-то еле-еле живая. Не, сорога не живет, как карась. Сменим. Расширение небольшое, ребят, так что здесь такими поисками не позанимаешься, как вот мы ездили на первый лед. Там, да, там ширина, там можно искать, а здесь раз, два, три, четыре. Как-то ну так. Ладно, попробуем пятерку сдвинем. Что-то там они стоят вообще без дела. Пускай лучше поработают на новом месте, как говорится. Запасы, ребята. Сорожка. Есть еще чуть-чуть. Так. Снежок зато есть, классно. Так, друзья, ну что у нас? Сработка, но Андрюха говорит, вымотки нету. Мы вот так ряд еще добавили. И так там сняли. Не клюет щука, не клюет. Перепады, опять перемена погоды 100%. Вот вчера вот клювала, чуть по чуть, но клювала. Сегодня вообще никак. Ладно, как есть. Он помотала маленько. Помотала маленько. Как-то выматываю так тоже. Чуть тяжко мотается. Щука сидит. Ох, жевануло хорошо прям. Давай, Угу. Меняем бродягу. Поводок давай, братан. Поменяем, и как лучше его.
лучше будет. Как часто меняю, ребят, ну там в зависимости. Они устают. И щука вот бывает сидит за ночь. Изуродует поводок. Сумку надо просушить, да? Занести. Заледенело все. Так, периодичности меняю прям в процессе рыбалки, не то что там дома. А так, какой-то плоховатенький поменял. Все. Все нормалды. Затянули. Да, походу делянка пилит. Слышно. В лесу люди занимаются, работают. Вот в этом у нас немножко есть вот работа. А ну, движуха. Раз, два, три, четыре. Там сорожку поищи. Что? Сорожку. Сразу маленькая, да, это? Да, пойдет. Да давай, что она, бедолага. В кане сидит там. Пускай на крючке посидит. Сорожка-то хорошо работает. Я там тоже сорогу насадил. Первая. Такие дела. Опа. Опа. Мы дома. Дома. Дома хорошо. Тепло. Так, ну что, темнеть начинают, ребят. Вот все зарядили. Ништяк. Пока вот тестирую станцию новую, небольшую. Блин, нормально. Powerbank зарядил. 30. Лампа вот эта. Лампа это, чтобы вы понимали, 10 тысяч миллиампер. Она тоже нехила. Вот. Что зарядили? Ну, по телефончику зарядили. Сейчас зарядили налобные фонарики. 76%. Блин, прелесть, я считаю. Нормально. Этот Powerbank сейчас вообще повесим лампу. На 2 дня хватит. Плюс зарядить какие-то аккумуляторы телефона. Ну, я считаю, образно. Пойдет, пойдет. Малышка работает. Классно. Ладно, сработка, ребят. Может, будем жарить щуку. С Андрюхой пришли. Щука замороженная вся. А утренняя, она еще более-менее, но она крупная. Нам такую не надо. Нам небольшую, такого грамм 800 надо, чтобы покушать. Что-то заполняет. Еды-то много, а что-то щучки просто охота. Так, относительно. На рыбалке побыть и не поесть рыбки тоже такое себе. Погода позволяет, мягенькая. Был бы там минус 20, ну его нафиг там ее чистить на улице, а так самое то сейчас мягко. Ладно, пока не стемнело, погнали, посмотрим. Так, вот в этом пятаке у нас долбит, ребята. Не можем мы ее поймать. Плотвичка. Да вот плотвичка маленькая или не маленькая. Она вроде, да? Здесь. Да, тут топтались, видишь, да? Да, мы тут топтались. Ага, да. О, красиво. Красиво. Ой, Андрюха, делай красиво, как говорится. Да, жареха будет сегодня, нет? Надо брать. Давай. Есть, брат. Жареха, брат. Ништяк. Слушай, так даже что-то около того что-то даже Да? подавится. Лазелунки без фанатизма. Ну, О, жарёшка, нормально, жареха. дорожка. Вот она, шарешка. Вот мы ее добывали. Поставили сорожку маленькую, вот она сразу туда. О, фига, Андрюха. Могет, смотрите. Красавчик. Такие дела. Давай, выматывай, заматывай, братан. Вот эту мы сейчас как раз, ребята, и пожарим свеженькую.
Это хорошо. Сорожка-то тема, брат. Видишь, сорога? Что показатель, а? Да, Сразу видал? сразу, брат, да. Раз и все. Так что, ребят, живец это по-любому решает. Водоем, тем более